Болотбайке, капитан Абдрахманов, парнишка, выслушивает эту женщину, верит ей, и эта история начинает раскрываться. Проходит какое-то время. В Болотбайке, вы знаете, что в Кыргызстане закрыты архивы. Во многих странах и постсоветских архивы открыты уже давно. Я вам скажу больше. Казахи открыли архивы, они их оцифровали. Узбеки собрали данные по репрессиям. В Кыргызстане все закрыто. Есть какие-то источники, но по большому счету все основное закрыто. И проходит 30 лет. Болотбайке собирает архив репрессированных, и, стучась в разные двери и не получив ответа, он их издает на свои деньги на кыргызском языке. 10 томов. И проходит еще некоторое время. Его организация ГКНБ совсем недавно издала этот сборник на русском языке. Таким образом, этот человек дважды вторгается в историю и открывает ее. Болотбайке поедет сегодня с нами на Атабит, но тем не менее я хочу передать слово. Спасибо большое. Во-первых, я хочу поблагодарить Эльмиру Новайбаеву за ее инициативу, за ее небезразличие к своей истории. Дело в том, что сейчас 30-летие, многие государственные органы пытаются где-то формально отмечать это мероприятие скучными, такими равнодушными своими поступками. Знаете, действительно, иногда стыдно становится. А Эльмира Новайбаева, она эти мероприятия проводит с таким энтузиазмом, знаете, с такой энергией. Ей никто же это не подсказывает, государство никто не помогает, это она по своей инициативе проводит. И поэтому здесь сидящие тоже люди не спят, с интересом слушают. Это как раз та изюминка, которая отличает Эльмиру от ее организацию, от многих наших государственных, академических, вузовских учреждений. Поэтому, Эльмира, большое спасибо вам. Я очень с уважением к вам отношусь, и успехов в дальнейшем, конечно. Большое вам спасибо. Но, уважаемые, здесь в основном смотрю, молодые, наверное, родились даже после этих событий, конечно. У меня там в программе написано, почему могила отцов, да? Эта Бибюредже, да, когда она была дочерью этого охранника, это где было дом отдыха НКВД. Видите, НКВДшники даже в 30-х годах они любили отдыхать. И там дом отдыха был. И чтобы эти свои коттеджи, кирпичи не таскать, они этот кирпичный заводик там сделали. И потом, когда все коттеджи построили, они уже пустовал. Мы потом поедем, более подробно я там расскажу. И там этих расстрелянных здесь во Фрунзе везли и там закопали. Я что хочу сказать. В 1978 году этот отец Бибюредже, который был охранником, в 1978 году, умирая, говорит, Бибюредже, она уже большая взрослая женщина, говорит, помнишь эту печка, где ты играла, там закопаны, говорит, люди. Будет время, обратите внимание, будет время, ты расскажи, говорит, подходящее время. Конечно, в советское время об этом говорить было запрещено. Никто не говорил. И когда Горбачев пришел, первые такие признаки демократии, там перестройка, термины пошли. И начали потихоньку уже историю вспоминать. И люди почувствовали, что время пришло. И она тоже почувствовала. Она грамотная очень женщина. Кстати, она до сих пор жива, Бибюредже. Живет, здравствует. Дай Бог ей долгих лет жизни. Почему я связался, да? Я тоже не знал,
Что она хочет сказать? Мне сказали, что у нее тайна какая-то. Ну, так как спецслужбы КГБ занимаются как раз тайнами, да? Тайна, это что, шпион тайна, да, там, террорист тайна. Я в первую очередь подумал, наверное, что-то она об этом знает. Что, молодой капитан энергичный, да, который хочет результат показать. Я взял адрес и пошел, говорю, ну давай, иди, рассказывай твою тайну, которую долго не можешь рассказать, и 53 года в сердце держишь. И когда она то-то рассказала, да, на меня это такое влияние оказало, шокирован был. И вот этим я до сих пор живу, вот уже, знаете, на меня, и то, что я эту работу продолжил и в прошлом году, в этом году вот 10-томник Эльмира говорит, выпустил, это все продолжение, влияние вот того разговора. Я дал ей человеческое просто слово, что я буду стараться это до конца довести. И вот интересный момент, Эльмира, в 2001 году же вот этот мемориал открывали, в 2001 году. И когда открывали, Бибюреджаны пригласили при Акаеве. Вот, представьте, мемориал, который мы поедем от через 10 лет построили. Вот через 10 лет, когда ее открывали, Бибюреджа пришла, и тогда покойный Турдак Унусубалич, он, оказывается, тоже был. При открытии этого мемориала он тоже встретил Бибюреджа и говорит, это вы это рассказали, говорит. И вот интересная фраза, он сказал, а почему вы мне не рассказали в свое время? Ну, мне кажется, это такая чуть-чуть, это он лукавил, конечно. В его время, даже если бы она рассказала, никто бы не разрешил бы ей копать и этим заниматься, потому что не то было время. Англичане говорят, каждого фрукта свой сезон, да? Я это к чему говорю? Ну, потому что как раз вот это перезахоронение останков произошло 30 августа, а 1 августа объявили Днем независимости. И видно, тоже не случайно. Как раз вот это открытие перезахоронения великих сынов кыргызского народа, которые стояли вот у истоков независимости, вот как Розаджи говорит, что молодые, они фундамент нашего государства закладывали в 20-30-х годах. Да? Все они были казнены, репрессированы. Вот получилось так, что они в одном месте покоились и сейчас перезахоронили. И как раз, мне кажется, такое мудрое решение. И как раз по завершению этого шага, по завершению этих перезахоронений 31-го объявили Днем независимости. Как бы подтверждение тому, что да, теперь мы уже независимы, мы можем эту правду уже говорить. Если до этого не могли говорить, и в подтверждение этого вот мы даже нашли это, и даже перезахоронили теперь вот историю, вот тем более вот эти закрытые, темные, трагические истории нашего народа, вот уже потихоньку мы уже раскрываем. Это признак нашей независимости, это первый шаг, вот то, что мы делаем, да, с этим лозунгом, с этими идеями, вот 31-го перезахоронение пришло. И не зря вот там есть в программе, у Эльмиры читал, почему могила отцов. Ну, это, знаете, название это могилы отцов, Атабейт, это уважаемый наш Ченгиз Төрекулович Ошондо при перезахоронении в своей речи предложил, потому что действительно, во-первых, там покоился отец Ченгиз Төрекуловича, там покоились отцы, там кроме Төрекула Айтматова, Жусуп Абдрахманов, Хасым Тыныстанов, Исакеев, Алиев, там практически все руководство кыргызского государства, репрессировано в то время, они нам нашли. Хотя 137 человек, ну я более подробно там расскажу, мы сейчас поедем туда, там были и простые люди. Там мы насчитали представителей 17 национальностей. Там не только элита, там были и колхозники, там и рабочие все. Потому что вот эта репрессивная машина, она всех подряд косила. И таким образом судьба свела, что они там оказались. Кто внимательно слушал, могут сказать, в одном месте прозвучала цифра 138, в другом месте 137. Это уникальная находка по СНГ, это Эльмира вначале сказала. Дело в том, что, видите, вот создались такие физико-биологические условия,
53 года, вот когда начали рыть, там кроме костей ничего не было. Чем ниже, там глубина 3 метра. Там в кислород не поступает воздух, вода не поступает. И вот видели, там одеждалар халып калды, да? Останки сохранили, и бумага сохранилась. И вот когда по двум бумагам Юсупа Абдрахманову и Таракула Айтматова, когда нашли, там видит номер документа, вы знаете, вот любой номер регистрируется, то в архиве КГБ по этим двум документам нашли остальные документы в одной папке, где лежали фамилии 137 человек. Вот почему там на камнях выбито 137 фамилий. Ну, когда мы копали и в ящики складывали черепа, по черепам только можно считать, насчитали 138 черепов. И вот всегда спрашивают, почему 138? Вот я не знаю. Вот я всегда отвечаю, возможно, там был случайный свидетель проходил, чтобы там не рассказал, его убили, закопали. Или в тюрьме еще одного застрелили, документов там в этой папке не оказалось. Я не знаю. Понимаете? Ну вот сейчас Розочка говорит. Там опять-таки, или этот маленький человек маленького роста был, или эта женщина была тоже. Да, маленькие там были. Ну, мы потом находили киртовые сапоги, вот эти фуражки военные, гимнастерки, в то же время чапаны, фуфайки, да? Вот интересно. Вот ко мне, знаете, я не помню фамилии, не хочу называть, и вот сейчас директор музея, она тоже знает. Вот много лет уже одна женщина упорно, постоянно долбает, да? Вот, говорит, мой отец репрессирован. Я говорю, мои сожаления. Почему его фамилия не выбита на Чомташе, на камне? Я говорю, ваш отец был репрессирован, да, но он был репрессирован и расстрелян в другое время. Вот это расстреляны в Чомташе, это с 5 ноября где-то по 10, буквально за 2-3 дня. Вот эту яму закопали, все. Остальных, вот опять-таки, имейте в виду, в Кыргызстане репрессировано было, вот, по моей книге, около 20 тысяч. Это не значит, что все были расстреляны. Расстреляно тысячи были. Это единственное место, где нашли сегодня. Расстреливали в тюрьмах в Аше, в Караколе, на Рыне, до тюрьмах НКВД. Сотнями. Их закапывали до сегодняшнего дня, больше нигде не нашли этого места. Ей кажется, что все блатные, ну, потому что Айтматов же там, своих родителей ташка қойды, а мен байқұштың атамды чекпейді. Сіздің атаңыз алып, башқа күн өріп, атып өтті, башқа жақта біз таппай атамыз. Не можем мы туда это выбить ваши камни, на камни вот вашего имя отца ДС. Она уже кому только не писала. Мне уже оттуда, а я им объясняю, они понимают, ей никак не могу объяснить. Тут уперлась, мой отец там должен быть. Уже ее упорство, честно говоря, чуть давайте сейчас, вот, я больше много не буду, вопросы возникнут. Вы в чем там добейте на месте уже более подробно. Ладно, я прошу прощения. Мне отведено буквально несколько минут, поэтому... Можно я что-то скажу? Я была в Казахстане, там был лагерь для женщин. Алжир. Алжир. Акмолинский лагерь женщин. Жен семейных родственников. И сейчас там музей. Это в степи, значит, и там такая гранитная стена, на которой выбиты все фамилии тех женщин, которые отсидели в этом лагере. 2,5 миллиона. Нет, ну в лагере для женщин там, наверное, меньше было. И я просто предлагала даже где-то, может быть, нам на Тавейте надо тоже такую стену сделать и на ней выбить вот эти люди, которые в книге описали, чтобы не было вот таких женщин, которые, к сожалению, я ее понимаю. И хочется, чтобы память об Ильярце тоже была. Вы поняли, да, о чем говорю? Тут это всех репрессирован камнем выбить, да? Видите, я не верю. Вот честное слово, вот я пока вот над этим 30 лет работаю, у меня столько злости накопилось. Эльмира Айтотбаевич, она 30 лет работала, вот это 10-томник написал, 20 тысяч фамилий, да?
за свои деньги я опубликовал. Не от того, что я такой богатый, а от того, что наше государство равнодушное не хотело деньги выдавать. Ақша жоқ дейді. Я не верю, что они сейчас... Вот, музейге барып көресіңер ғой. Музей 30 жылдан бері тұрды, ремонт жасабайды жүрек. Мына мен дағы айтып кетейін. Ол ежем жана башында Роза жезіне китептерін көрсетіп отпай, вот, она за свои деньги опять опубликует. Ей помогает там неравнодушные люди. Вот несколько лет назад сидим разговаривал, она говорит, тот китеп жаздым біле, Минобразованияға барып, ушу китеп шығарып бергілеші десе, очередке қойып, перед ней там выпустили книгу какого-то блатного человека, который там об искусственном осеменении типа слов. Да? Эту книгу они выпускают. А вот такую патриотическую книгу, которую здесь пишет, не выпускают. Или выпускает арифметика с такими ошибками, да? Кайдагерлик-то? Вот молодые сидите, не будьте такими. Не будьте такими. Я не побоюсь, я уже на пенсии КГБ, я пока там был, тоже не боялся. Я говорил. Ну, когда видишь равнодушие вот этих чиновников, да, ну, хорошие идеи есть эти. Я вот эту книгу, когда написал, тоже, вот, помните, мы говорим, вот в этой книге 10-томники, там списки всех граждан Кыргызстана в каждой области. Вот здесь сидит, например, Таласский, Нарынский, Сыкульский, Ошский, да, все они стоят, фамилии. Я предлагал, говорю, вот, например, Нарынские. Подходит ко мне, мен нарындық атам бар эле, карасам, да, о 5-ші томда бар екен. 5-ші томды бер, мен барын ала албаймын. Мен 5-ші томды сізге беріп қойып, қалғанын кімге беремін? Потом идея пришла. Слушайте, если я из этого 10-томника жаңағы нарындықтарды шығарсам, 1 том болады екен список, 2000-ге жақын. Пожалуйста, нарындықтар, соберите деньги, выпустите эту книгу. Да? Говорю там, Гөлдө недавно был, тоже говорю. Все тихо молчат. Нет, ты сам выпусти, я потом возьму. Да? Вот это равнодушие нас убивает. Ну, моя радость, есть вот такие люди, как Эльмира, да, которые вот будет вот это равнодушие, вот это шевелит. Ну, на государственном уровне, честно говорю, у меня вот всякая надежда на них вот это давно пропала. Им Роза және елдің бары таниды, ушу китебин көтөрүп алып жанагы чиновникке барса, ошону карашпайт десең ара. Был ты еще какую-то ботанику выпускать за 5 класса, там, которую никто не читает.